Обратите внимание, сегодня любимец, между прочим, некоторых людей, которые проживают в западной части Казахстана, речь идет о Иманғали Тасмағамбетове. Он сейчас генеральный секретарь ОДКБ, того самого крыла ОДКБ, который в январе участвовал в массовых расстрелах мирных граждан нашей страны. В массовых расстрелах. И что он говорит? Что, оказывается, Украину накачивает оружием, что Запад виноват во всем, что война не может завершиться, если Украину Запад будет накачивать оружием. То есть он хочет сделать так, чтобы Украина обезоружилась, не имела возможности сопротивляться, и тогда якобы война закончится. Ну, конечно, война закончится, что Путин проглотит Украину. Понятно, что украинский народ сопротивляется и получает мощную международную поддержку. И вот Тасмағамбетов, человек, который был премьер-министром, руководителем администрации президента, министром обороны, мэр и Аким, точнее говоря, Алматы, Астаны, первый помощник Нурсултана Назарбаева, которого все хотели, вот любители Запада, хотели, чтобы он президентом страны нашей стал. То есть ненавидели Назарбаева, главного мафиози страны, а его заместителя, первого помощника, пожалуйста, это просто поразительная логика, удивительная поразительная логика. Поэтому я сейчас как раз хочу показать, что Тасмағамбетов от имени России сделал заявление, что оказывается, если Украину не накачивать оружием, то война завершится. Да, но она завершится тем, что Россия проглотит Украину. И вот сегодня российские средства массовой информации тоже развернули эту позицию, но уже от имени России. Вы понимаете, кто главные предатели? Вот эта политическая верхушка, Назарбаев, его ближайшие помощники, Токаев. Назарбаев вообще заявлял, что мы без России никуда. И там масса таких депутатов. Понимаете, это они главные сепаратисты нашей страны. Они главные предатели. Поэтому, уважаемые друзья, пока мы эту политическую верхушку не скинем, никаких изменений не будет. Не ждите, что мы будем независимой страной. Мы уже лежим под Путиным. Уже. И наша задача добиться реальной независимости. Ну и я вот эту часть вам, надеюсь, пояснил. И я надеюсь, что в конце концов Зеленский, Украина осознают, что действующая власть в Казахстане, они враги Украины. И не верьте, пожалуйста, всяким там Шураевым, который говорит, что Токаев такой хороший, что наше государство поддерживает Украину. Поддерживает граждане нашей страны. Государство, власть, которая захватила эта политическая верхушка, не поддерживает. Они враги Украине. И поэтому вот такие негодяи, как Шураев, они просто вас вводят в заблуждение. А вы опять ловитесь на эту риторику. Не ловитесь. Шураев 25 лет работал с Назарбаевым. 25 лет. Когда кто-то говорит, а ты тоже работал при власти? Да, я работал 1,5 года, трижды подавал в отставку, создавал движение «Демократический выбор Казахстана», просидел в тюрьмах более 5 лет, у меня все конфисковано. Что, может быть, Шураев что-то маленькую часть этого повторил? Маленькую? Нет. Он член СОТ Токаева, он фотографируется с ним, он его нахваливает, он лжет, что эта власть поддерживает Украину. Поэтому, уважаемые друзья, пора политически образовываться. И очень важно, чтобы Украина тоже, в конце концов, быстрее осознала, что нынешняя власть в Казахстане враг Украины. И, соответственно, принимала все действия, чтобы были вторичные санкции против этой политической верхушки. Не просто дипломатические предупреждения, просьбы, уговоры, они бесполезны. Так западный мир полгода уговаривал Путина, чтобы он не нападал на Украину. Ничего не изменилось, война уже идет полным ходом. Уговоры не помогут, только мощные санкции против политической верхушки способны изменить ситуацию. Ну и еще, я хочу сказать, что вот в эти дни Казахстан посещает специальный представитель президента Франции Изабель Дюмон. Она была ранее, несколько лет назад, послом от Франции в Казахстане. И, конечно же, вы понимаете, все эти поездки
не случайный. То есть будет оказываться дипломатическое давление на Казахстан, чтобы Казахстан не помогал Путину. Ну, к сожалению, вот вы знаете, Макрон, над ним все иронизировали, смеялись. Он там месяцами звонил Путину, уговаривал по телефону, признавался в этом. Ну, что называется, весь мир по этому поводу иронизировал. Это бесполезное дело. Вот теперь едет Дюмон уговаривать наше руководство, чтобы они не помогали Путину. Они удивительно, скажем, проводят наивную политику. И, конечно же, уважаемые друзья, чтобы вы понимали, наша власть в качестве торга будут просить: отдайте нам Мухтара Аблязова. Каждая встреча с французами, она обязательно именно в таком формате происходит. Торгуется: отдайте Мухтара Аблязова. Вот приехал Токаев 28-29 ноября в Париж, подписал многомиллиардные соглашения, и через 8 дней у меня отобрали политическое убежище. Но я хочу сказать следующее, уважаемые друзья. Франция непростая страна, она неоднозначна, это не диктатура. Я вот вечером хожу по улицам, и здесь вижу сотни тысяч протестующих, просто сотни тысяч. И молодежь, и более старшего возраста, они против различных реформ пенсионных, которые Макрон принял в обход парламента. Поправка Конституции им это позволила сделать. И здесь массовые протесты, миллион людей выходит на улицу. Я не сомневаюсь, что они добьются отмены этого закона. И что касается возможности моей экстрадиции. Да, этот риск есть. Риск огромный. Но я что хочу сказать, что я в 2016 году вышел из тюрьмы, когда ни один человек, ни мои адвокаты, ни мои сторонники, уже, которые реально знали суть дела, уже не верили, думали, что меня экстрадируют. Но мне удалось в Высшем административном суде отбиться и выйти на свободу. Более того, отменили все решения правительства Франции. Судьи, 15 человек, испытывали давление. На них оказывали разные давления, вплоть до хакинга был на их сайты судебные. Это я потом узнал. И такое беспрецедентное давление все равно привело к тому, что судьи приняли решение об отказе экстрадиции меня. Сейчас мое дело тоже находится в Высшем административном суде. И единственная помощь, которая мне сейчас нужна, мне нужны финансовые ресурсы. И я убежден, что те аргументы, которые есть у меня, их очень сложно будет обнулить. Очень сложно. А власть, конечно, сейчас использует разные способы. Меня предупреждают о каких-то опасностях. Они всегда есть у меня, постоянно. Возможность похищения, убийства, слежка — это постоянный, скажем, процесс.